Хатырскуа журналистша ялагоит Аԥсны аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба пресс-конференция. Ахада яжәа ашьҭахь ҳаиасуеит шәызҵаарақәа рахь. Уважаемые журналисты, мы продолжаем наши встречи с президентом республики, и после вступительного слова главы государства мы перейдем к вопросам. Петрамтак из апхеологии хайкшера я хаймачхитаха Иоп атагалзача Иодаю Имарям аха шогайшурхайпш зеги Пецабгейт Ирхо яшица. Харт еха экономика гана халом, ера а политика гана халом. Иқацу хинкара не маджица. Хазихза зоо, хазихим зазгиопаха, уи яна гадзон, усура псичхитхун, уи яна гадзон, хинкара аштак айцотхун. Зегирла, хинкара не йохто усу зегирме бгура хаджу, агураз гойт харт хазжо усква, алцфа шоу, хавилер и рухой шоу. Хочу начать с того, что время, прошедшее с нашей последней встречи, было непростым в деятельности самого государства и самих структур. В то же время не могу не отметить, оно было непростым. Но и есть определенные продвижения по различным направлениям. Говорить о том, что все у нас плохо, как это иногда озвучивают некоторые господа, так в действительности нет и не может быть. Нашей основополагающей целью остаются системные действия, направленные на рост собственных доходов. Этому будут способствовать дальнейшая государственная поддержка сельхозпроизводителей, государственное сопровождение вывоза местной продукции на внешние рынки, финансирование крупных производств по линии инвестиционного агентства, а также меры по реформированию налоговой системы. В рамках программы кредитования среднего и крупного бизнеса уже реализуются проекты на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Вы были, многие из тех, кто здесь есть, участниками того десанта, который был в Очимчирах, и вы видели те процессы, которые имеют место в этом районе, части, касающиеся как раз-таки использования этих средств. Это тепличный комплекс для выращивания овощной продукции в селе Кындух, практически который находится на стадии завершения монтажных работ, завод по производству джема. Инициаторы имеют предварительные договоренности на реализацию своей продукции в ведущих российских торговых сетях, таких как «Магнит», «Азбука вкуса», «Перекресток». И в ближайшее время джемы появятся и на прилавках наших магазинов. Кроме того, в целях улучшения качества прогнозирования Министерство экономики совместно с Министерством по налогам и сборам провели проверку годовых бухгалтерских балансов всех действующих на территории республики предприятий и юридических лиц за 2016 год. То есть были уточнены данные, на основании которых формируется годовой индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия. В ходе сравнительной проверки были обнаружены, что показатели объема производства, прибыли, численности работников и фонда заработной платы представлялись в искаженном виде, что привело к искажению бюджетного налогового прогнозирования. Проведенная же проверка позволила выйти на реальные показатели народно-хозяйственной деятельности в стране. Но это не означает, что у нас все стало намного лучше. Это работа длительная и требует определенных еще усилий. Также продолжается работа по результатам проверки госпредприятий, проведенных контрольной палатой. Так, многие предприятия признаны неэффективными, часть из которых вовсе не функционирует, как мы ранее отмечали. При этом доход формируется от сдачи в аренду территорий, зданий этих предприятий. На сегодняшний день эти предприятия находятся на стадии реорганизации. Некоторые из них ликвидируются. Тем временем повышается эффективность работающих предприятий. И с прошлого года впервые перечисляются части прибыли
госпредприятий в бюджет страны. В рамках этой работы, например, в скором времени, я думаю, этот репортаж Кавказского телевидения, по-моему, и Абазы, был буквально некоторое время тому назад с молзавода. И не сомневаюсь, что этот завод будет запущен в полном объеме. Линейка продукции будет достаточно расширена. И я не сомневаюсь в том, что и количество рабочих мест будет достигнуто порядка 30 человек. Это тоже начало первых шагов в этом направлении. Ведется работа по реализации государственных программ, направленных на поддержку предпринимателей. Среди них особое место занимает программа инвестиций в человеческий капитал. Она нацелена на предпринимателей, желающих открыть, развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес, а также государственных служащих, занятых в сфере экономики. Активная фаза программы запланирована на сентябрь-октябрь текущего года. К этому моменту завершается подготовительный период по госпрограмме поддержки экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы. Ее главная цель – это увеличение совокупного объема экспорта готовой продукции в внешнеторговом обороте. В рамках этой программы и создано еще и предприятие, соответствующее название которого «Абхазпродэкспорт», которое будет заниматься организацией вывоза той продукции, которая производится на территории Абхазии. Сформирован концепт реестра экспортеров, проводятся анализы и ревизия международных договоров и соглашений на предмет наличия возможностей для продвижения наших товаров на внешние рынки, наполнения их реальным содержанием. В Банке Республики Абхазия отправлены запросы об условиях предоставления кредитных ресурсов организациям-экспортерам для формирования информационной базы. Проведено первое установочное совещание, где обозначены контуры будущего Совета экспортеров при Министерстве экономики. В отношении сельского хозяйства следует отметить, что была проведена подготовка к весенне-полевым работам. Министерству сельского хозяйства было дано задание провести первую вспашку за счет бюджетных средств. На конец мая были обработаны территории в 2525 гектаров. Однако нельзя не отметить о тех трудностях, которые возникли, связанные с неучтенными пахотными землями. Многие крестьяне, не обрабатывавшие свои земли за 10-20 лет, включились в этот процесс. И, к сожалению, мы этот фактор не учли. И это привело к определенным сложностям. И думаю, что и Министерству сельского хозяйства, и Кабинету министров к следующему году нужно будет учесть все эти недоработки. Для того, чтобы снять напряжение в этой среде, было дополнительно закуплено 35 тысяч литров солярки, которые были розданы крестьянам для самостоятельного проведения пахотных работ. Но мы не говорим, что и этого хватило. Могу просто ради примера привести вот такие цифры. Если раньше по Очамчирскому району земли, которые спахивали, составляли порядка нескольких сот гектаров, то в нынешнем году они перевалили уже, я еще раз говорю, за тысячи. И, к сожалению, я еще раз хочу отметить, есть упущение. Как я отметил выше, нам будет необходимо тщательно изучить этот вопрос и в последующем включить все эти территории в список пахотных земель. Из бюджета Министерства сельского хозяйства выделены средства на развитие среднего бизнеса и малого, и поддержку местного производства именно. На завершающей стадии находится строительство и запуск завода по очистке и фасовке меда в Кинге. Предприняты меры по развитию чайной отрасли. Практически последние годы мы эту отрасль упустили. 5 миллионов рублей было выделено на мероприятия по обрезке и очистке чайных плантаций. Реанимации чайных плантаций площадью до 100 гектаров. Аналогичная ситуация по этой теме
и направление Гудаутского района. Хотя активная часть работ проводится по Кутольскому региону, селу, вернее. Если в предыдущие годы собиралось не более 600 тонн, то в этом году за счет поддержки государства и своевременной подготовки планируется собрать до 1000 тонн зеленой массы. Непростой остается ситуация и в сфере энергетики. Нелегким для отрасли в климатическом отношении был зимний период. Тем не менее, его удалось пройти достаточно спокойно. Энергосистема у нас выстояла благодаря тем работам, которые были проведены до начала зимнего периода. У нас зима наступила в этом году, вернее, даже в декабре месяце 2016 года. Она была непростой, но, я еще раз говорю, как отмечено, была выше, энергосистема наша выдержала. И выдержала по основной простой причине. Все те средства, которые были направлены по линии инвестпрограммы, дали нам возможность привести хозяйство подстанций практически по всем городам и районам в более-менее нормальное состояние. Да, и остаются проблемы очень сложные по самим внутренним сетям. Но и на перспективу, я надеюсь на то, что мы сумеем выйти и на решение этой проблемы. На сегодняшний день нагрузки на сеть в разы уменьшились, но возникают нагрузки в локальных регионах, связанных с подготовкой к курортному сезону. В этом отношении РУП «Черноморэнерго» были проведены работы в проблемных регионах. Речь идет в первую очередь о Гагрском районе. По подготовке к курортному сезону проведено большое количество работ в энергосистеме, что, уверен, снимет часть проблем. Сложности, конечно, сохраняются. И их основная причина – это нелегальное подключение к сетям, и, как мы неоднократно отмечали, к сожалению, неуплата пользователями и физическими, и юридическими лицами. Но и эта проблема тоже решается. И она давно закостеневшая. Но это не означает, что нужно ее оставить и отдать на откуп тем, кто практически сегодня таким образом подходит к нашей проблеме энергетики. Что касается работы правоохранительных органов, за 4 месяца этого года совершено, по данным МВД, 204 преступления, из которых раскрыто 150. Заметные результаты в деле борьбы с распространением наркотиков. Из 49 случаев незаконного оборота наркотиков были раскрыты 43. В том числе были задержаны так называемые закладчики. К сожалению, пока слабая работа в части, касающейся инициаторов ввоза на нашу территорию наркотиков и организаторов этих процессов. Но работа в этом направлении проводится и с соответствующими структурами Российской Федерации. Есть определенные уже какие-то наработки, которые дадут, не сомневаюсь, положительный результат. Конечно, тревожной остается ситуация на дорогах, в части, касающейся ДТП. Основными причинами остаются это управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости. Наверное, каждому индивидуально подойти очень сложно, но что касается и проблемы наркотиков, и дорожно-транспортных происшествий, наверное, все-таки нужно ужесточать, несмотря на то, что я слышу разные голоса по части, касающейся этой проблемы, что это не даст никаких результатов. По части, касающейся наркотиков, организаторов ввоза, есть такая мысль о внесении соответствующих поправок по санкциям, в высшей мере наказания. Расстрел у нас практически отсутствует, на него объявлен мораторий, но пожизненное заключение вполне могло бы присутствовать. Может, это хотя бы образумит кое-кого. Ну и что касается дорожно-транспортных происшествий. В большинстве своем они совершаются в нетрезвом,
или в наркотическом опьянении. И здесь тоже это возымело бы соответствующие, наверное, результаты. Конечно, результаты деятельности МВД желают лучшего. Это наша с вами общая беда. И, как я много раз отмечал, в большинстве случаев и наркоманы, и гибнут на дорогах представители так называемой, как мы говорим, коренного населения, абхазцев, которые считают, что нам все дозволительно и позволительно. К сожалению, это имеет место. Все наши действия сегодня направлены на увеличение собственных доходов, как я и выше сказал. Уже есть определенные результаты. Конечно, все это еще желает большего. И пока мы не говорим, что все, что мы сделали, достаточно для того, чтобы изменить положение дел. Но хочу вас заверить всех. Когда мы говорим о том, что ситуация в бюджете изменилась в сторону увеличения объема, то некоторые говорят о том, что это связано с инфляционными процессами. Да, вполне возможно, так оно и есть. Но некоторое время тому назад инфляция была совершенно другой. Разница курсовая была разительно отличающей от того, что есть сегодня. Объемы средств, которые поступали по линии инвестпрограммы и второй его части, которая идет как помощь Абхазии, были значительные. Если говорить о цифрах, то должны были быть соответствующие мультипликативные эффекты от этого. Но ни за один год, практически до 2014 года, объемы, которые должны были выполняться в соответствии с теми принимаемыми индикативными планами, ни один раз не выполнялись. Да, мы тоже говорим о том, что не все нам нравится, как все эти процессы складываются, но есть и объективные причины, которые не учитывать нельзя. Общая ситуация в мире, то положение дел, которое складывается в России, и говорить о том, что у нас все идеально, не приходится, но результаты очевидны. Можно было свалить на инфляцию и сказать о том, что да, мы не выполнили объемов по бюджету, взятые параметры стали меньшими, чем было буквально вчера, но мы сделали эту работу. И, к сожалению, не всегда это воспринимается положительно. Ну и в заключение. Мы открыты для разговора. У нас есть готовность говорить о всех проблемах громогласно. Зададите вопросы, постараюсь ответить. راول جونكي بام عزيبش تقولك حربصارك ويخرطنك وزيند أرجلرك وإيمي فرجو أجابج خدوك وحرا ويتا تقبل بي عمش بيجك ورزحن شريف بخان بروكوراتورا وصلوك إيمي فرجز أقواترك ورز يقتز ألقاك وشقة تامز ناسي أوست برتك ورقنا زيند أخبرك وزرجلو أندرياشو ارتفعت ويشقهم أبرينا مدن حنتكار حبخة وسنك ذاتكوس يدنا كلوزي ناسي أرجلرك ورابخة نالغو أورتران كلرز إقطعتوزي تبو. وجاي وحمان أيلا تراجرة يرى بري проблемы يسكس. شرطك журналист شالخون بتسوند إيمي بيحجوز بسخن أقواترك أخوي أنا قد زمرت أقواترك прокурорла حلقتهم. прокуратура أوز زبارتك رزق Кучернызы арарыто, абартауская и шуп той пшала, а конституция злахола, закон кой злархола, имя пергартивш. Харти хбит, абжи хар аргылар кой шум. Вы элагара гылкана кят корей корчерачу, ихазар дашаку, аха, ехяхтам, а закон ехямхоно, аргылар кой шум. Рацак أبري زنزل يشاع درويبش إن تسعنا ينرد سؤولا نزبح تطحن يشكو
ари аусурагьы аҭахӡам. Азин ахьы аргылара иалагаз Шьауӷа дақәыршәан, даангылатәын. Уи адагь ԥсыхәа ҳамаӡам. Иазгәамҭар залшаӡом, ари азгәаҭарақәа ҳара ҳакәӡам иалагаз мацара. Уаанӡагьы имҩаԥыргон, аха иҟаз малҵшәақәа, абарҭ азҵаарақәа уаҩҵас анагӡара роуртә еиԥш. Иахьыҟаз ыҟан, аха абжеиҳара рызегьы аргыларақәа изҿыз, иахьа уажәраанӡагьы икәаԥӡа аус руеит, иаанкыламызт, иахьагьы ԥыҭҩык ақалақь администрациа реиҳабацәа, агьырҭ ачынуаа ирымбаӡошәа рхы мҩаԥырго, рԥынҵаҵаа аргыларақәа ианырҿу. Абра аҵыхәтәаны ҳанеилацәажәоз исҳәоз акызаҵәык, шәарҭгьы шәазыӡырҩуан. Рыцҳара сиҟоу уаҵәтәи аҳәынҭқарра аԥеиԥш ҳазхәыцуазар, абри аусқәа рызегьы аанкылап. Ирыцҳашьарак аҵатәӡам абарҭ аусқәа ирылахәу рганахьала. Басоуп са сшысхәыцуа. Аҳәынҭқарратә информациатә маҵзура Аԥсны пресс рызҵаара. Аинвест программа ҳәаақәа ирҭагӡаны ахырхарҭақәа жәпакы рыла аусурақәа мҩаԥысуеит. Аҳәынҭқарраҿ иараҿы ихадоу ахырхарҭақәа атуризми ақыҭан хамҩа рганахьала ҳазҭоу ашықәсазы иарбан проектқәа иаҳа ихаданы ишәыԥхьаӡо шәара? Инаҳҳәо абри азҵаара ҳаналацәажәо, иаҳҳәоит есымша асоциалтә ҟазшьа змоу ҳаарҟәаҵны уаҩҵас ауаа аус ахьыруша аглыхра ҭыԥқәа ҟалартә еиԥш, абиуџьет иаланагало еиҳахартә еиԥш. Аиаша азыҳәан рацәак иҽеимзар ҟалап, аха есымша аҳәара ҟаҵо аҳәынҭқарра ду ахь ҳхы рханы шәҳацхраа, иҵегь ҳзацышәҵа, иҵегь ҳашәҭҳәан ҳааҟәымҵакәан ҳалагар, иҳацхраауагьы ус ргәы иаанагоит арҭ егьа руҭаргьы рызхара ҟалом. Убри азыҳәан иаарԥштуп ҳара ҳганахьала даҽа знеишьак. Убри азыҳәаноуп ҳара иахьа ақыҭанхамҩа, афымца лашара иазку проблемақәа, абарҭ уаҩҵас аус руртә еиԥш аиҭакрақәа ҟаларц азыҳәан. Иахьа иумбар залшаӡом, ԥыхьа иаауаз аҵкыс аԥара иаҳа имаҷхеит. Уи џьоук ус рҳәоит, аԥсуаа иахьа аиҳабыра роуп изхароу ҳәа. Аԥхьатәи аҭагылазаашьа ҳаргьы ҳхараз ыҟан. Ҳахьахьымӡаз ыҟоуп ақьаадқәа реиқәыршәара, аха уи аахыс аҭагылазаашьа аҽаԥсаххьеит. Иҟоуп обиективла аҭагылазаашьа иаԥырхагоу ари аусқәа рынагӡараҿы. Иара Урыстәылаҟангьы аҭагылазаашьа мариаӡам. Иара Урыстәыла аиҳаби ҳара ҳанеицәажәоз, иара имӡаӡакәан иҳәон, ҳара ҳаҩныҵҟагьы иҟоуп аҭагылазаашьа имариам. Убри азыҳәан иахьа еиҭах исҳәоит, хыԥхьаӡарала иҟан аамҭақәак 1 миллиард рҟынӡа шықәсык ахь ианроуаз. Ашықәс анынҵәалак, агьиашықәс иааиуаз аҟны ауалафахәы зларырҭоз аҭагылазаашьа ҟаӡамкәан ианаанхоз. Ԥхьан исҳәон, амультипликативтә еффект ҳәан изышьҭоу анамоуаз. Иҟан аамҭа жәаҩатәи ашықәсаан 1 миллиардки, 1 миллионки абри инвестпрограмма ганахьала ианалагалаз Аԥсны. Аха уигьы азымхаӡеит. Ашықәс ҿыц ианҭалоз аамҭа азыҳәан, ажәахатәи март азыҳәан, кредит ҳасабла Приднестровиантәи аԥарақәа ааргеит 2,1 миллион. Иззааргеи ауаа руалафахәы рыҭаразы, апенсиақәа рзы уаҩҵас хәыҷӡак аҭагылазаашьа рыӡбартә еиԥш. Аха уи иаанагаӡом аӡә дҳарџьот ҳәа. Иара аҭагылазаашьа ианакәызаалакгьы Аԥсынра аԥхьатәи акварталқәа есымша ицәгьоуп. Сынтәа 2 миллиардки 1 миллионки рҟынӡа арбан аинвестпрограмма.
يحاورن يقص أخي بزيد زين يديروا تفهم سلاشارة проблема كوير خرقنا يقرأ يسحن إذا شتو أنا تقول زعشي عز أتزلقرة يخرقنا خوشي وينيجي ومليون أبريا أفهم سلاشار زهن يحشر أخي ويرحت إنديس برنامج جانا خلا يحخم حرادة بسقوات يانخون مليارد كيبشيش مليوني ويلا رتساكا كي يحسد بتزومست أبخر президент дих исыштыз Ростолок приехала и на пацевина миллиард илтах яхзацилец начин ваадера разыгяла хунирит базала и безурна миллиард капара хаур пившата глаза аша хау алет убрианти хуши и в миллион еще связевший فهمت لشارة أخشار الزهن أجي يحامى زي إنفيست برنامج عن يربز يتسخر بيش أعصر الزهن أقرأ شرقويت رزق يا ربرت أوسكو يمي بقول بس رزق أنا أقدر أشرو أبجي حرر رزق يزكو أكتن خامية أفهمت لشارة عميوكوي أتزميون جاجب Рауль Джункович, главное политическое событие этого года, по крайней мере на сегодняшний момент, это выборы в парламент Абхазии. Вот каковы ваши оценки хода выборов и того, насколько работоспособный был избран созыв? Много было разговоров, в частности, о избрании депутатом экс-президента Александра Анкваба. Ну, кто-то воспринимал это как дестабилизирующий фактор, кто-то, наоборот, как свидетельство возвращения политической борьбы в цивилизованное русло. Какова ваша оценка? И еще вот уже 1,5 месяца парламент не собирается на заседание сессии. По вашей информации, с чем связано? Вопрос не ко мне. Но, что касается самих выборов, были они непростые. Все помнят начало выборной кампании, потом сам процесс. Но я думаю, что мы прошли достойно ее. При всех сложностях, при всех тех перипетиях, которые имели место, все-таки выборы состоялись, мы получили парламент. В состав парламента пришли представители различных политических сил в Абхазии и просто люди, которые шли по мажоритарным округам самостоятельно. Думаю, что впереди у парламента очень много работы. Сравнивать, я думаю, в этом процессе просто не самое лучшее это дело. Говорить о том, что кто больше может сделать или кто больше сделал. Я уверен в том, что парламент нынешнего созыва продолжит работу, которая важна для Абхазии. Будут работы, нацеленные на подготовку и проведение в жизнь многих тех проектов, которые были не до конца завершены предыдущим созывом. Будут новые проекты, которые предлагаются исполнительной властью. Надеюсь, что работа будет плодотворной. Почему они не собираются? Наверное, вопрос все-таки к ним, к депутатам. Наверное, нет того пока еще объема работ, который можно было бы выносить на сессию. Но, насколько мне известно, буквально в ближайшее время будет работа по ратификации того документа, который связан с реструктуризацией железнодорожного кредита. Думаю, здесь не найдется человека, который будет против этого. Что касается Александра Золотинсковича, я не вижу ничего тут уникального. В политику приходят и уходят. И это имеет широкое распространение во многих странах. Чего такого удивительного я в этом не прослеживаю. Если человек готов работать, почему мешать? Приехал. Посмотрим,
каковы дальнейшие намерения. В любом случае, его политическая деятельность продолжается в парламенте. Какой она будет эффективной или неэффективной, зависит от его самого. Скажите, пожалуйста, что у нас с выплатой зарплат, исполнением бюджета? Вот эти прошедшие 5 месяцев, какими они были, на ваш взгляд? И если можно, поступала ли эти 5 месяцев российская финансовая помощь? Каковы ее объемы? Если не поступала, когда она будет поступать? Спасибо. Я уже частично затронул эту ситуацию. Да, действительно, ситуация непростая. Мы, исходя из тех документов, которые были подписаны в предыдущие годы, потом и при нас, взяли на себя обязательства по выдаче зарплат совершенно в других объемах, параметрах. Но, к сожалению, так сложилось. Протокол, который позволил бы нам решать вопросы софинансирования, был подписан только в мае месяце. Но мы не можем, в связи с тем, что не было подписано это соглашение, останавливать выплату заработной платы. Мы продолжали исправно выплачивать все объемы заработной платы, выдавали пенсии. Да, были дни, когда на день, на два опаздывали, но все объемы заработной платы и пенсий были даны. Я слышу некоторые разговоры, что люди не получают по 3, по 4 месяца. Я могу привести пример из своей семьи. У меня тоже есть старшие, которые по 3 месяца не получают пенсии. А связано это просто с одним простым, как говорится, процессом. Некоторые не произвели перерегистрацию, а некоторые, благодаря неким чиновничьим, как говорится, крючкотворствам, остались без соответствующих оформлений этих документов. Но и эта проблема решается, и я не сомневаюсь в том, что будут до конца все эти работы доведены. Да, есть определенные проблемы, связанные с банкоматами, но деньги в большинстве банкоматов есть. Если даже опоздают на несколько часов, эти банкоматы наполняются. Каких-либо особых таких, говорится, кризисных ситуаций не было и не может быть. Что касается ожидаемых средств, действительно, вот буквально завтра состоится межправкомиссия, по решению которой будут уже начаты все те работы, которые связаны с объемами тех работ по линии инвестпрограмм. Я как-то говорил буквально на одном из наших совещаний, у Абхазии нет золотовалютного запаса. И у нас нет соответствующих средств в долларовом или в другом каком-нибудь валютном эквиваленте, лежащем про запас в нашем национальном банке. Нашим золотовалютным запасом на сегодняшний день, к сожалению, являются те средства, которые идут из России. Как только они появляются, начинают возникать соответствующие обороты, которые позволяют нам активно включаться во все процессы. И те средства, которые мы получим буквально в ближайшее время, позволят продолжить все те работы, которые необходимы для нашей страны. И, как я ранее заметил, они должны дать нам возможности перейти на рубежи собственных доходов, на получение этих возможностей, которые позволят нам совершенно пойти по другому пути. У меня вопрос в продолжение вопроса, связанного с пенсиями. Вот у нас очень много людей, буквально в геометрической прогрессии растет количество людей, которые получают звание заслуженные. И часто каким-то юбилейным или датам или дням рождения. Не ляжет ли это очень серьезным бременем на пенсионный фонд и на возможность выплаты? И еще один вопрос, связанный с пенсиями. Это вот недавно появилось письмо в СМИ Совета Общественной палаты по поводу
предложение к вам повысить, установить персональные пенсии депутатам так называемого «золотого парламента» до 50 тысяч рублей. Как вы относитесь вот к такому предложению? Спасибо. Что касается заслуженных деятелей искусства, там, литературы и всех остальных направлений, поверьте, их не такое количество, как представляют, не знаю, во всяком случае, я подписываю эти документы, и такой геометрической прогрессии нет. Но, правильно вы заметили, в любом случае, каждая копейка дорога, и она сказывается на бюджетной составляющей. И поэтому мы тоже пытаемся очень аккуратно подходить к этому вопросу. Но что касается второй части вашего вопроса, насколько мне известно, в Общественную палату обратились представители самого Золотого парламента. Я не могу его назвать так называемым, мы его называем Золотым парламентом. Я, насколько знаю, там было несколько человек. Общественная палата просто передала то письмо фактически, которое было по своему содержанию именно таковым, как вы заметили. Но я говорил и с представителями Общественной палаты, у нас нет таких возможностей пока на этом этапе решать задачу так, как это заявлено в том документе, который представили инициаторы. Пока нужно подождать. Нам трудно будет объяснить ветеранам войны, инвалидам войны, героям Абхазии, действительно, людям тоже не в меньшей степени рисковавшим своими жизнями, о том, что вот здесь вот мы должны пойти по такому пути. Наши депутаты того периода заслуживают уважения, заслуживают внимания, и многие те процессы, которые были начаты в последующем, как раз-таки это было связано с их деятельностью. Те же пенсионные обеспечения, которые были ранее назначены, именно связаны и с деятельностью Золотого парламента. Рауль Джумгаевич, наступил курортный сезон, и по данным турфирм наблюдается некий спад бронирования отелей Абхазии. Вот что вы ожидаете от нынешнего курортного сезона? Прошлогодний был хороший, а нынешний, не обещает быть столь хорошим. И какова доля поступления от курортной сферы в наш бюджет? Как неблагоприятный курортный сезон может повлиять на наш бюджет? Начну с доли. Это порядка 30%. И это существенная доля. Но если сравнивать цифры прошлых лет, даже прошлого года и нынешнего года, мы сами видим, конечно, количество отдыхающих радикально уменьшилось. Связано со многими факторами это. Это общая ситуация, которая складывается в самой России, уровень жизни в России не совсем такой, как было раньше. Это не мне нужно, наверное, говорить, но это факт. И что касается нашего сервиса тоже, он не самый лучший. Мы хотим в одночасье заработать все деньги в один присест. Так не бывает. Бизнес строится годами. И работать нужно, не покладая руки. Что касается количества отдыхающих, да, в курортно-санаторных объектах стало меньше. Но это не говорит о том, что людей, въезжающих в Абхазию, стало меньше. Если посмотреть по данным границы, то машин стало въезжающих из России и других республик бывших Советского Союза на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Это же тоже люди, это тоже определенный контингент, который въезжает к нам и оставляет те или иные финансовые возможности для страны. Просто правильно нужно работать. Если нет там, то значит нужно заниматься поиском этих людей в другом направлении. А они есть. У меня, вопрос, связанный с подступающей годовщиной. Скоро мы сможем отметить годовщину
штурма МВД. Вот, и в связи с этим меня интересует следующее. С чем связана вот такая вот пассивность? Документы лежат в прокуратуре. Это какое-то политическое решение или это связано с плохой работой правоохранителей? И как бы в этом же меня интересует, насколько соответствует действительности, что Аслан Кабахия подал заявление о подставке. Получали вы такое заявление или нет? Но этот вопрос интересует общественность. Мне просто нужно да и нет, чтобы это прозвучало от первого лица. И в бюджете нынешнего года заложены суммы на функционирование ИКЦ. Если эта организация в этом году не заработает, куда вернутся эти деньги? Что будет с этими деньгами? Спасибо. Что касается тех событий, о которых вы упомянули, никто никаких политических решений не принимал. Дело по этим процессам имеет место быть. Просто качество работы желает лучшего. Оно еще не закрыто, никто не закрывал. Я еще раз вас заверяю, работа продолжается. Конечно, хотелось бы, чтобы она была совершенно другой. Есть конкретные факты, есть лица, и по этим лицам никто не говорит о том, что нужно обязательно всех попересажать. Но действия соответствующих структур должны быть соизмеримыми с нашей Конституцией, с нашими законами. Что касается ИКЦ, информационно-координационный центр, как некоторые представляют, мол, противоречит нашей Конституции, нашим законам. Ничего подобного. О этих шагах, о необходимости такой работы говорилось и по большому договору, принятому между Абхазией и Россией, на первых этапах после нашего признания. Там говорится как раз-таки о таких структурах, о координирующей деятельности между нашими государствами. Что касается ИКЦ, он будет. Нравится кому-то это он или нет? Это никак не умаляет значение МВД. Никто не собирается вмешиваться в деятельность нашей структуры. Никакого наднационального органа не будет. Это практически люди в количестве 20 человек, из которых практически половина наши сотрудники. И это позволит нам создать определенные технические возможности для МВД. Другой задачи нет. Спекулировать на этой теме, думаю, просто неверно. Что касается Аслана Кабахия, никакого заявления нет и никаких намерений отправлять его в отставку у меня нет. Работа идет. Не могу сказать, что меня все удовлетворяет в части этой деятельности, но активность последних месяц-полтора в деятельности МВД очевидна. Годами находившиеся в бегах люди, преступники, задерживаются. Практически нет недели, чтобы не задерживались разыскники. Активная работа проводится по работе и противодействию ввозу наркотиков. Буквально позавчера, я знаю по докладам, порядка 84 граммов метадона. Это тысячи и тысячи доз. И работа, думаю, началась активная, которая позволит многое что изменить в этом процессе. Вы говорили о сельхозпроектах. Вы ездили по проблемам строительства в Пицунду и обсуждали несколько раз. Вот как вы оценили бы работу местных органов власти? Что можно было бы сделать о том же Пицунде на уровне районной власти, исполнительной, местных органов власти? Очень много слухов вокруг сельхозпроектов. Почему местные органы, местные собрания не контролируют исполнение проекта по сельхозпомощи первой вспашки? То есть как вы в целом оцениваете работу местных органов власти и исполнительной, и местного самоуправления? Насколько они помогают всей государственной системе? Машины работают отлаженно. Не могу сказать, что все плохо. Да, есть определенные проблемы, есть сложности. Но могу вас заверить, и даже по тем же проблемным вопросам по вспашке,
Ребята различного уровня, вот будет главы администрации, будет представители администрации, все вместе практически решают эти задачи. Да, люди недовольны. Да, есть вопросы, которые мы, как и раньше отметили, вот выше я отмечал, не учли. Но это не говорит о том, что нет никакой работы. Многие процессы, которые делаются на местах, они полезны, они важны для тех же, кто живет в этих районах, в этих городах, но и в целом для самого государства. Я вижу наоборот как раз-таки ту работу, которую в большинстве своем делают. Да, иногда бывает, что собрания принимают не совсем законные решения, и такое тоже имеет место. Но на то мы здесь, для того, чтобы правильно среагировать, правильно поставить все на место. Но я не вижу здесь каких-либо таких сложностей, которые могли бы свидетельствовать о разладе в работе в местных органах самоуправления, глав администрации и верховной власти. Уже не один раз в СМИ, в российских и в наших, прозвучало, что предлагают российские авиалинии, в частности Самарская авиалиния и другие, сделать аэропорт Сухумский, чтобы он функционировал. Это действительно были бы деньги в бюджет страны, и вот накануне курортного сезона сейчас и потом люди бы приезжали более в комфортных условиях, чем, скажем, переход границы. Вот какое положение с Сухумским аэропортом? Он заработает он или нет? То, что Сухумский аэропорт может принимать, как говорится, борта, это, по-моему, доказывать никому не нужно. Буквально некоторое время тому назад здесь приземлился самолет с министром иностранных дел. Вы сами были очевидцы. Что касается такого полнокровного функционирования аэропорта, конечно, есть проблемы. И в большей части это связано с инвестициями, которые должны в этом направлении были бы пойти. Но говорить о том, что сегодня все кинутся и будут эти работы проводиться, конечно, не приходится. Но был период, когда такая компания, как Новопорт, готова была включиться в эти процессы. Потом эта ситуация снизошла на нет. Сегодня мы по новой готовим эти работы. Включился в этот процесс, если вы помните, был такой командующий здесь миротворческими силами Евтеев, который представляет нас, и активно идет работа с Новопортом. Я надеюсь, что к концу 2018 года будут какие-то уже первые какие-то хотя бы шаги в этом направлении. В вашем послании Народному собранию вы отметили, что еще в 2015 году была создана комиссия по конституционной реформе. Конституционные преобразования намечались в 3 этапа. Первый – это реформирование избирательной системы. В этом году в выборах в парламент у политических партий была возможность выставить своих кандидатов во всех округах, однако активности они не проявили. Второй этап – это реформирование местного самоуправления и управления. Считаете ли вы, что в этой части следует дополнить, а именно тем, чтобы дать возможность людям самим выбирать градоначальников, и чтобы не усложнять и процесс, проводить выборы в городское собрание и выборы в органы местного самоуправления? Третий этап предполагает реформирование законодательной и исполнительной власти, баланс. Вот, что предусматривается и на какой стадии работы сегодня? Вы правильно заметили, мы говорим о тех этапах, которые были и должны быть дальше. Да, действительно, та реформа по части, касающейся местных органов самоуправления и вообще, как говорится, их формирование начата, и она практически уже работает. Может, кому-то нравится, кому-то нет. Но, к сожалению, пока приходится констатировать, мы не на таком уровне экономического развития, чтобы вот эта задача была бы решена так, как вы ее представили. Пока, к сожалению, это остается таким, каким оно есть. Что касается выборной тематики, вот, по той теме споров, которая была и в преддверии выборов, проводить эти выборы по новому закону,
быстрее пройти этот путь, то есть будет это пропорционально или мажоритарно. Откровенно говоря, и сегодня я считаю, должна быть смешанная система, что позволит нам, во всяком случае, не уйти то влево, то вправо в радикальном отношении. Поэтому я думаю, что этот процесс должен иметь золотую середину. Что касается нынешних выборов, которые были в парламент, ну да, действительно, мы в соответствии с теми поправками, которые были внесены, получили политические партии практически без ограничений участвовать во всех округах. Это был первый, как говорится, шаг, который позволил бы нам посмотреть, как можно было бы дальше начать продолжить эту работу. Но, к сожалению, большинство политических партий практически не пошло по этому пути. Опять принцип мажоритарного подхода все-таки возымел больше в умонастроениях наших людей. Такой подход остался приоритетным. Что касается перераспределения полномочий и баланса между ветвями власти, я остаюсь на тех же позициях, которые озвучивал когда-то. Мы будем предлагать и дальше продолжать эту работу. Хотя знаю, есть определенное умонастроение и в самом парламенте оставить все это так, как было. Но я считаю возможным, чтобы премьер-министра утверждал бы парламент, тогда мера ответственности руководителя кабинета министров будет достаточно серьезной не только перед президентом, но и перед парламентом. Считаю возможным, чтобы было принято в последующем решение об отставке не отдельных членов кабинета министров, а в целом кабинета министров, чтобы парламент принимал по этому решение. Но я и за то, чтобы президент продолжал бы активно влиять на многие процессы деятельности государства в нашей стране. Я думаю, что только в таком русле мы могли бы получить тот результат, который все-таки от нас ожидают. На сегодня мы завершаем пресс-конференцию главы государства и благодарим всех за работу. Спасибо.